В начале этого месяца у меня был такой странный сон. Мне приснилось число 28, просто 28. Я проснулся и рассказал жене. И вот сегодня, оказывается, 28-го вы пришли меня снимать. Это все совпало с тем, что моему другу моей литературной молодости, Николаю Лугинову, исполнилось 75 лет. Я был на его торжествах и еще раз убедился, что писатель, его судьба считается тогда счастливой, когда он проживет долго, достигнет долголетия. И когда это долголетие совпадет с его высшими достижениями. И когда эти достижения будут приняты его народом. И когда народ его признает своим, скажем, неприходящим уже, неприходящим духовным имуществом. Вот всего этого достиг мой друг Коля Лугинов, с которым мы познакомились, когда я в Пицунде, Доме творчества в Абхазии, заканчивал свой роман «Белка». И он туда приехал со своим папой, Алексеем Давидовичем Лугиновым. Меня тогда поразил его папа. Это был другой человек. Вот теперь я смотрю, ему примерно, Николаю Алексеевичу, примерно сейчас столько же по возрасту, как его отец, когда мы познакомились. Но даже внешностью Коля сейчас очень напоминает мне Алексея Давыдовича Лугинова. Это был совершенно немногословный человек. Я от него узнал, что у якутов единобожие, единственный Бог, как у всех великих народов. Он исполнил на якутском языке эпос ваш, Халанко. Да. И вот как-то он садился, вот так вот, руки складывал так, и напевно исполнял мне это. Я сидел его, слушал часами. Я не понимал слов, но я понимал дух и, главное, масштаб того, о чем он пел. Коля, по сравнению с ним, был еще мальчик такой, но очень активный. Мог ли я знать, что пройдет время, и Николай Лугинов станет знаковой фигурой Якутии, великой Якутии? Потому что из всех наших имперских республик, вот, которые там отпали, вот, и которые остались в России, Якутия сейчас, пожалуй, самая мощная. Она мощная не только ресурсами, алмазами, там, нефтью. Якутия, она совершенно несравнимо богаче всех остальных человеческим ресурсом. Вот. Поэтому у вас и искусство, поэтому у вас кино, поэтому у вас все в перспективе, все в нарастании. Вот. И я мог ли думать, что вот Коля Лугинов станет знаковой фигурой центра новой культуры Якутии. Чему, конечно, подтверждением наглядным, конкретным, неукоснительным, да, является вот его роман о Чингисхане. Счастлив тот писатель, чье возвышение в мире растет вместе с возвышением его народа и его страны. Если даже взять русских писателей, классиков, все они появлялись в период возвышения своей страны. И Пушкин, да? Это было возвышение в свое время. И Толстой, это было время расцвета Русской империи. Вот. И такие люди, которые появляются, вот они, я уже успел сейчас сказать, они призваны
Вот. Эти призванные писатели, они способны создать эпос. И вот Николай Алексеевич Лугинов создал эпос азийского тайфуна цивилизации, период ее могущества. Никто в истории не сделал этого. Огромный пласт истории остался неосвещенным в художественной литературе. А художественная литература, она главное зеркало, волшебное зеркало истории. Вот. Возьмите вот всех. Гомера, вот, Сервантеса, Льва Толстого. Это волшебное зеркало этой эпохи. Коли Господь Бог дал сделать это. Вот. И я имею свои убеждения какие-то, которые могут не совпадать с его убеждением. Но это все равно сказать, что у меня есть свои убеждения антивоенные. Я не могу, значит, согласиться с Гомером, когда он Троянскую войну изобразил как героическое подвиг Ахиллеса и Гектора. Я не против убийства, но это ничего не значит. Вот. Я признаю то, что Коля счастливый человек этого мира. Я читала ваш рассказ «Высокая трава». Ага. Красивая, пронзительно красивая. Вы откуда родом? Я родом из Казахстана. Из Казахстана. Да, да. Мои родители, отец уже родом из России. Он родился на реке Амур, а мама была вывезена двухлетней из Кореи. И они жили на Дальнем Востоке. Потом в 1937 году в целях обезопасить регион от возможных шпионов японских, тогда Советский Союз готовился к возможной войне с Японией. И чтобы в тылу, за спиной у фронта не было множества всяких там. В течение месяца высадить все корейское население тотально в районе Средней Азии. Было приказано в течение 3 дней собраться и пешком, без лошадей, отправиться к ближайшей станции. Там их грузили всех товарные вагоны. Это было в ноябре месяце, братцы. Когда корейцы, большей части были крестьяне, вот они собрали весь урожай. Вот моя бабушка, уже в Казахстане, вот так сидела и перечисляла, что они оставили. Ну, за 3 дня никаких там с собой не было, ни лошадей, невозможно. Все оставить. А очень всего было. Дети маленькие, вот детей они на руки брали и какой-нибудь узелок. Выселены в течение месяца оттуда. Около 400 тысяч корейцев там было на Дальнем Востоке. И на Сахалине они жили уже. Вот. Отовсюду их выселили. Казахстан и на Дальнем... Казахстан, Узбекистан и частью Туркмении. Их выгружали прямо в чистом поле. Поезд уходил, а корейцы оставались на снегу с детьми, с этим скарбом. Вы знаете, тогда проявилось то, что называется дружбой народов. Чем наш союз больше всего был силен. Пришли конные казахи с верблюдами, там, погрузили этих самых людей и увезли в свой аул. И дали им перезимовать первую зиму вот, в этих своих аулах. Я еще не родился, а старшая сестра уже была в 1937 году. Отец был студентом Государственного университета в Владивостоке. И весь этот университет погрузили не в теплушки, а в такие пассажирские вагоны. В Казахстане, в город Кызылорда, университет переселил своих студентов, и они там стали учиться все в педагогическом институте Казахстана. У меня отец там кончил это. Вот оттуда я и происхожу. Почему я родился в Казахстане? Мы были там невыездные. Паспортов не было у корейцев. И вот только в 1948 году
В связи с тем, что было много корейцев вывезено с Северной Кореи на камчатские и сахалинские промыслы, нужно было с их детьми учить, национальные школы создать. И мой отец имел образование и корейское в университете, язык хорошо, и русский язык освоил. По приказу правительства учителя, владеющие корейским языком, были посланы, и им дали первым паспорта для выезда. Мои родители сначала попали на Камчатку, вот, с Камчатки попали на Сахалин. Я там кончил среднюю школу в городе Горнозаводск. По окончании школы поехал не куда-нибудь, а в Москву. Первый год я не поступил, и как лимитчик работал на стройке. Я ходил в Дом культуры, и там занимался, готовился. Через год поступил в художественное училище памяти 1905 года. У нас была группа театральных художников. И я проходил практику в одном провинциальном театре, который сейчас Новокузнецк называется город. Идет какая-то пьеса. Я стою в кулисах, вдруг выходит актер и говорит: слушай, дай мне закурить, волнуется. Он сделал 2 затяжки и ушел. И вдруг слышу его голос, который произносит: ребенок принес мне горсть травы. И спросил, что это? Какое-то озарение мне было. Я понял, что такое поэзия. В этой одной строчке произнес эти слова, и они стали магическими. Мне открылась природа поэзии. Это детонатор был. Я заболел поэзией. Поэзия – это космос какой-то, где слова оживает. Каждое слово оживает. В 1958 году ушел в армию. Я попал в конвойные войска. Солженицын, Шаламов, много писателей, которые прошли эти лагеря. В этих условиях я увидел всю шкалу и нравственного падения человека, когда вот это вот обстоятельство полной власти одного над другим с оружием в руках. Там была старуха, вековуха одна, она канцелярист была, она оформляла, писала бумаги, всякие документы, все это вот, в колонии, в лагере. Это несчастная старуха, горбатая такая, знаете, безобразная, уже старая, вот, одинокая. Как она обращалась с этими заключенными? Пришло там помилование, она могла держать это, не давать решение какое-нибудь сюда. Перед ней заискивали эти убийства, конвои, там еще все было. Вот. И я в этих условиях поэт находился, и всю эту шкалу человеческого падения и возвышения, но там были и возвышающие места. Нас посылает за 30 километров в конвой строительной зоны. Строили там коровник. 2 конвоира стоят, остальные по 5 человек, 4 ряда на скамейках. Барьерчик деревянный, и я стою с автоматом. Кончается работа, съем. Удар там по рельсу. Все собираются и считают их, и сажают в машину, и мы едем назад. Однажды к вечеру пришла всего 1 машина. 2 машина сломалась, а там 40 человек заключенных. Еще конвой с той стороны. Что делать? 30 километров. Начальник конвоя принимает решение всех посадить в одну машину. Всем ехать стоя. Одни на скамейках стоят, а другие между скамейками. А конвой что делать? И вот он принимает решение автоматы все сдать в кабину, а всем конвоем в объятиях с другими заключенными стоя ехать. Потому что объятия эти были необходимы. Как это вот стоя ехать? Да. И только вот сцепившись там в объятия в одно, вот, друг с другом, вот это тело наше, это толпы вот, заключенных и конвоя могло устоять. И мы проехали эти 30 километров. И я помню, исчезло все, вся эта вражда, ненависть, вот, подозрительность, хамство по отношению к там, все исчезло. Мы ехали, конечно, с матюгами, но хохоту было столько там.
Там, ну, мужские такие все эти дела. И я вдруг, вот, когда мы ехали, я вдруг понял, вот образ человечества. Нету никаких у нас разделяющих нас враждебных начал. Все придумано злыми силами. Это тоже был высший урок нравственности. Все эти низшие состояния падения, это тоже было от отношения, плохого отношения человека к человеку. Низкие качества у человека, они проявлялись на уровне пола. Вот сейчас ЛГБТ, да, тут гендерные там самые философия туда. Вот эта вот гадость, которая рождается на основе пола. Это гадость, которая идет от дьявола, который не желает, чтобы была жизнь. Это вся эта гендерное явление, которое они проглашают как любовь и свобода, она ведет к гибели. От этого не будет продолжения жизни. Вот на этой почве, в лагерях этих, там были женские лагеря, там были мужские лагеря, самое падение человека происходило духовное. Когда я вернулся оттуда, у меня было ясное понимание, что я должен делать в этой жизни. В первую очередь я должен был писать. Вы потом в Литинститут тогда поступали? Литинститут это после армии я поступил. По окончании, когда я уже стал известным, меня пригласили туда преподавать. Я 6 лет там преподавал. В те времена, когда литература вся была литературой социалистического реализма. Что я только не придумывал, чтобы писать. И носил по редакциям совершенно бесплодно. И однажды я прихожу домой, на площадке вижу, стоит Смоктуновский. Боже мой. Такой, как это «Берегись автомобиля». Или такой, как в «Гамлете». Скорее всего, как в «Гамлете», да. Такая прическа короткая. Стоит вот так вот. И я смотрю, он как бы стоит один, как будто играет Гамлет, да. Быть или не быть. Я разбежался, говорю: Иннокентий Михайлович, так как же вы здесь оказались? Что с вами? Какая мать? А вот напротив живет вас. Шира Григорьевна Горшман, еврейская писательница, писавшая на идиш. Не на иврит, а на идиш. Вот. И она, значит, мы с ней дружили. Я писал свои рассказы про сахалинских корейцев. Она рассказы про местечковых евреев, там, где в Литве. Вот. Там горемычные, и у меня горемычные люди. Мы друг другу читали эти рассказы и утешались. Она мне признавала. Вот. Я ее тоже признавал. У нее хорошие рассказы. Вот. Я говорю: пойдемте ко мне переждать. Через некоторое время пришла мать, он ушел. Потом он пришел ко мне и говорит: я узнал, что вы пишете, что у вас не печатает. Дайте мне 2 ваших рассказа, которые могут быть, по вашему мнению, напечатаны. Я ему дал 2 рассказа в ноябре. А в январе следующего года я уже держал эти 2 рассказа опубликованными в ленинградском журнале «Аврора». Он тогда там играл в БДТ, в Большом Нуракийском театре, играл князя Мышкина. И я ему звоню и говорю: вот рассказы напечатали, он: привезите мне. Утром мне он звонит и говорит: Толя, да у вас же замечательные рассказы. Он сам вручил их? Он не читал их, оказывается. Я говорю: ну бог с вами, вы что, не читали? Он говорит: нет, из суеверия не читал. И знаете, он меня очень приблизил к себе. У него вокруг было много всяких. Все говорили: о, Кеша, друг мой. Значит, много было таких друзей. Вот. А он меня почему-то выбрал. 2 раза он меня возил в Суздаль. Мы по неделям вместе, значит, там
я писал, там, он отдыхал, он от своей славы уставал очень. И он уезжал вот так вот в Суздаль, и каждый раз меня брал только с собой. Вот. И много у нас с ним было разговоров, откровений. И он мне открыл, в чем секрет его гениальности. Он сказал, что секрет моей гениальности таится в военно-фронтовом прошлом. Я видел смерть человека. Глядя на умирающего человека, вот на моих глазах умирающего, раненого, то, что в нем находится, то, что уйдет, я вдруг начинал понимать, что это. А у него же никакой школы нет, никаких он институтов театральных не кончал. И вот он говорит, что я узнал один секрет. Когда человек умирает, у него есть некое такое вот духовное состояние. Вот, и я научился проникать в это состояние. Вот когда я играю, я перехожу в состояние этого образа. Я не играю, я умираю, а моя вот эта вот экзистенция духовная, она переходит в этот образ. Я никогда не помню, что я делаю. Вот в этом состоянии я играю. И даже бывали такие случаи, когда вот я войду в эту роль, а другие не хотят меня понимать, партнеры. Вот царю Федору Иоанновичу сообщили, что убит его младший братишка Иван. Мне плохо, я падаю. А вокруг меня стоят эти вот мои там, жена стоит, там, бояре стоят, рынды, которые там меня стоят. И никто меня не подхватывает. Царь падает, они должны... Я, говорит, головой, говорит, об сцену, говорит, так ударился, говорит, что на самом деле чуть не потерял сознание. Его не любили партнеры. Не любили очень. Зависть, наверное. Ну, в общем, он делал все не так, как они не могли с ним. Вот. И был такой Самойлов, народный артист. Разговаривать с царем, боярина играл этот Самойлов, а он царя Федора Ивановича играл, из Смоктуновки. Я, говорит, с ним разговаривал, а они враждовали, что даже не здоровались. И вот, значит, этот актер отворачивается и разговаривает со мною, с царем, сидя на пандусе, спиной. Я, говорит, просто обошел его, говорит, как, говорит, дал ему по щеке, тот сразу вскочил. И признали, что у меня какая-то такая вот, ну, роль так положена. Вот такие вот были случаи с ним. Вот он мне открыл, что его секрет гениальности в полном перевоплощении в образ. И в это время я, говорит, умираю, меня нет. На сцене двигается и говорит вот тот самый образ, которого нет, который мертв, но я в него, это самое, реинкарнация произошла. Вот это вот его секрет был. А не школа, там это, Станиславского, там все это. Он сделал одну работу в моей судьбе. Вот. Он участвовал в кинофильме «Сестра моя Люся». Он читал закадровый голос главного героя, вот, Смоктуновский. И вот в одном месте мы сошлись. А вы там описываете, как вы ехали, видимо, в этот Суздаль. Это время было зимний, февраль. Выпал дождь, и тут же мороз. Все шоссе превратились в ледяные катки. Как раз вот в тот день, когда мы поехали. Вот мы едем, а он недавно стал водителем. Купил машину и говорит, Толя, вы знаете, по этой дороге очень опасно ехать.
Если неправильно затормозить, то нас, говорит, закрутит. Только он это сказал, нас закрутило. Один поворот, второй поворот. И, наконец, машина встала на встречной полосе, вот так чуть наискось. Я смотрю, едет по своей полосе автобус, и прямо на нас. Я даже испугаться не успел. Только мимо меня, вот я с моего, на меня прямо, с моей стороны. Вот. Он там справа, слева. Только почувствовал, как пошатнуло машину воздухом, воздушное это. И мимо меня автобус промчал таким шумом, знаете, вот, и качнуло. Я успел заметить лицо водителя. Это, говорят, лицо побелело, как бумага, да? Вот я увидел такое лицо, выражение. И все, он промчался мимо. Да. Ну, там дальше было это смешно очень. Как это самое, как в кино. Промчалась эта машина, автобус промчался, появляется милицейский патруль. Останавливается в метрах 30 от нас, выходит оттуда в белом полушубке, значит, гаишник и сурово так и машет пальчиком. Иннокентий Михайлович говорит, ну, Толя, придется покуркаться. А он ехал в шапке. Лохматый, малахай какой-то там ему в Казахстане подарили. Он, значит, снимает эту шапку, чтобы его узнали. Придется как-то покувыркаться. Он всегда назвал такие моменты кувыркаться, то есть играть какую-то роль. Вот я смотрю, у него лысина там, холодно все же на улице. Он так сиротливо согнувшись идет к этому. Гаишник стоит таким с красным лицом, таким сердитым. Он к нему подходит, и у того гаишника лицо расплывается. Только что прошел берегись автомобиля. И ему даже выдали удостоверение МВД. Да, что он почетный, да, член МВД за его роль эту. Лицо расплывается, вот, происходит какой-то короткий диалог, и он снова назад возвращается. И, подходя к машине, высовывает далеко язык. Все, говорит, откувыркался. Машина уехала, и мы дальше поехали. Я говорю, Иннокентий Михайлович, ну как вы можете вот так вот? И он рассказывает, там, как он на войне спасся. Дорога такая же. Вот. И он вдруг закрывает глаза и говорит, Господи, воистину ты есть на свете. И закрыл глаза. Я, Иннокентий Михайлович, ну что же вы, руль, ну еле-еле со страху. Он, да, ой, Толя, вы забываете, с кем вы едете. И рассказал тоже эпизоду, как он спасался. И я, говорит, под Божьей охраной. Это самая, говорит, лучшая охрана. Вот с тех пор он меня тоже научил этому. Я всегда лучшую охрану считаю Божью охрану. Лучших врачей, я считаю, что Бог мой лучший врач. Вот. И я обращаюсь больше не к врачам, а к нему. С Иннокентием Михайловичем у меня было много таких вот мистических совершенно начал. Вот. Крещение принял. Он мой крестный. Про крещение. Ветхий Завет Библии и Новый Завет, Коран, потом буддийская Дхаммапада. Я все это читал, конечно. Но в целях самообразования у меня никаких не было. Я не знаю, как вот Коля пришел к Богу, но я не имел поползновений. Ну, просто вот образованный человек, надо, еще писатель.
все знать. И с этим я и жил. Но однажды в деревне, во время моей осенней отсидки, я всегда осенью работал в глухой деревне Немятово. И там я вдруг однажды вечером почувствовал, что я должен креститься. Понимаете, вот опять откуда-то спустилось ко мне это внутреннее повеление какое-то. Было ясно мне сказано: прими крещение. Вот. Ну и я сначала подумал, что пускай дети, которые там оставались в деревне, а там уже все разъезжались, я один оставался, ноябрь месяц. Я думал, что дети меня крестят. Вот, и попросил их быть моими крестителями. А когда мы на утро решили, значит, на завтра, я проснулся, вся земля была вот так вот снегом засыпан. Первый снегопад был. И я понял, что я не смогу там креститься с помощью детей. Ну, договаривались, что пойдем на речку, они меня загонят, я выйду, они на меня крестик повесят, и буду крещен. Ничего не вышло. Приезжаю в Москву, и звонок раздается. Я, значит, понимаю: здравствуйте, это, говорит, Смоктуновский. Толя, вы не хотите креститься? Завтра в 10 часов приходите ко мне. Я говорю: спасибо. А потом спрашиваю: а все же, почему вы решили меня крестить? А я давно замыслил крестить сына Филиппа. Вот завтра я его повезу на крещение, и вдруг подумал о вас. Понимаете? И вот звоню вам. Вот все. А на следующий день я был крещен. Вот такие вот дела. Единоверцы тогда. Единоверцы уже. Да, стали мы семьей единоверцев. Перейдем к вашим картинам. Все, что я узнал в этой армии, конвойных войсках, вот, о нравственной шкале человеческой, это знания были мне даны недаром. Я помню, сидел на Театральном бульваре против Большого театра. На моей голове вот такая наросла шапка. И на голове Карла Маркса тоже такая шапка наросла. Я, наверное, часа 2 сидел. Прошло много времени. Я уже написал свои книги, вернулся из Казахстана и стал рисовать. Тема в основном одна. Я решил изображать Божий мир. В каждой картине консервант моего восторга. Вот в этот миг, в этот час, что я увидел, мгновение своей жизни, своего восторга перед Божьим миром, я запечатлел во всех своих картинах. Одна из моих техник – это акварель по сырой рисовой бумаге. Незаметных переливов цветов и тонов. Это называется сфумата. Да. И вот этот сфумата, посмотрите вот на тот этюд, видите, сколько там оттенков. Вот это вот акварель дает автоматически такой сфумата. Надо, конечно, гармонию иметь внутри. А лилии я несколько лет писал. Вот. А вот это карандаш, да, или? Это карандаш. Вот это вот портреты деревьев. Пока я не увидел в каждом дереве его физиономию, индивидуальность. Это олива старая в дубовом. Это скала, она была похожа на моржа. Люблю я это. Для меня живопись – это как любовь. Проза и поэзия – это литература. Для меня это законный брак. А живопись для меня как тайная любовница. В основном живопись – это все проявление моей любви к жизни, конечно. Вот каждый мой этюд удачный – это мое признание в любви. Каждое произведение для меня – это консервант моего радостного проживания, мгновения какого-то. И вот мне здесь, в этой комнате, окруженный со всех сторон, я как пчела, которая питается собранным медом. Вне этой комнаты мне уже жить очень тяжело.
и возраст, и что творится в мире вот сейчас. Мне очень все это тревожно, и я вижу какие-то безнадежные столкновения имперских сил, где уже человек ничего не значит, и он находится, понимаете, как вот в шторм, выпавший за борт корабля. И вот здесь вот я нахожу спасительный свой оазис. Каждая работа, она мне говорит, вот-вот, тебе было так хорошо. И я помню, как мне, и ко мне возвращается сила жизни.